Все. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что с помощью Божьей мы сегодня закончим изучение книги Иова. Мы уже практически подошли к самому концу, поскольку был небольшой у нас перерыв в наших занятиях. Мы начнем вновь с 32 главой, чтобы осветить, освежить несколько нашу память. Это глава, в которой все трое друзей Иова прекращают свои монологи по факту, диалоги, да? И вступает у нас новый персонаж. Давайте мы начнем 32 главу, пожалуйста, Джекоб. Можно, да? Да. Тогда трое друзей перестали спорить с Иовом, видя, что он уверен в своей правоте, но зато разгневался Элигу, сын Барахела, потомок Буза из рода Рама. На Иова он разгневался за то, что он считал правым себя, а не Бога. А на трех его друзей, поскольку они не нашли, что возразить, и выходило, что Бог виновен. Но Элигу медлил вступить в разговор с Иовом, потому что те трое были старше. И когда увидел, что им нечего ответить, он разгневался. И так сказал Элигу, сын Барахела, потомок Буза: «Я молод летами, а вы старцы, потому я робел и боялся, и рассказывал вам то, что знаю». Спасибо. Вот у нас появляется новый персонаж Элиуй. Да, здесь Бог мой, или отрок мой, Бог Иегова. Это тоже у нас один из друзей Иова. И, как вы видите, согласно сюжету, он у нас не упоминается в самом начале, да, книги, когда трое друзей приходят. Почему? Помимо того, что есть многоразличные мистические объяснения того, что это то, что это пророк, это понятно, его прообразовательное значение тоже рассматривается многими отцами. Помимо всего прочего, у него есть статус, да, статус, который его описан. Да, это отрок, да, молод летами, и это отрок. Поскольку его социальный статус достаточно низкий, отрок – это человек, который вспомогательные функции несет чаще всего. Отроки, они помогают, да, главным героям, главным персонажам, их даже как-то и не особо упоминают, это стюарты, ординарцы и прочее, да, некто отрок, который их сопровождал. И что о нем говорится? Он разгорячился, да, вознегодовал, здесь глагол хара стоит, воспламенился, разжегся, да, разгневался. За что? За то, что ничего не знали, осуждали Иова, а Иова осуждал Бога. Прежде всего, на кого? На Иова и на Иова. Да, вот смотрите. Отрок, который сопровождает трех друзей, он у нас рассердился и вознегодовал, да, и разгорячился в адрес двух объектов, да, трех друзей и Иова. Да? Теперь вот причина. Иов называет себя цадиком, то есть праведным. Но вроде бы мы с этим не согласиться не можем. На самом деле, исходя из той концепции, которую выстраивал Иов, трудно было, да, его в чем-то обвинить, поскольку... Да, совершенно верно. Вначале, да. Теперь, что касается вот этого гнева Элигу, он воспламенился в адрес Иова по той простой причине, что Иов все то время, пока шли эти диалоги, обращался к Богу и ожидаемому Искупителю как к источнику собственного оправдания. А под конец стал заниматься самооправданием. Вот разница, которая произошла, она стала очевидной.
То есть, если на протяжении всей этой книги Иов говорит о том, что он, безусловно, виновен, но виновен потому, что рождается в этом мире поврежденным грехом, то в конце у него возникает ропот на Всевышнего, и в конечном счете, вот в пылу этого ропота человек говорит: а какая разница, быть праведным перед Богом или грешным? Ведь все равно ответа не услышишь. Да. И возникает что? Как следствие разочарования во Всевышнем, на что человек тогда опирается, если не на Бога? На самого себя. И возникает что? Возникает самооправдание. Это во всей области религиозной жизни, религиозных представлений, это, безусловно, деградация, которая только может произойти с человеком. С нами она происходит постоянно. Вот с нами она постоянно. Причина нашего маловерия, чаще всего ропота, она в чем кроется? Вот мы перестаем видеть, во-первых, мы перестаем жить в божественном присутствии, да? Об этом очень часто говорят современные отцы, вот в наше время живущие. Почему? Потому что человек живет вне представления, вот, в своей жизни не руководствуется тем, что он предстоит Богу, что его жизнь это служение. Вот этого нет в осознании верующих людей, мы о неверующих говорим, этого нет в религиозных представлениях нас с вами. Если на какие-то мгновения что-то и происходит с нашей душой, то вот за этой дверью, да, за дверью храма, это какие-то доли секунды, какие-то минуты, которые мы потом очень долго помним. Но так, чтобы наша жизнь была сплошным предстоянием перед Всевышним, вот этого нет, к сожалению. И, почему нет, я надеюсь, вы понимаете, да, это вообще как бы и не культивируется, что ли, да, об этом и не говорят. К вам ходит сюда мы, кстати, совсем прям так не отрицайте, что... Мы не оправдываемся совсем. Вы нас не этот самый... Да, он уничтожил нас совсем. Совсем нет, для чего вы? Да. Это усваиваем. Нормально. Логично. Вернемся к этому в конце нашей книги, когда вы сами поставите себе в таком случае диагноз. Не просто себе, всем нам. Сейчас как бы продолжим, почему он вознегодовал на друзей. На Иова понятно, да? Теперь, почему он вознегодовал на друзей? Потому что они обвиняют Иова на протяжении всей книги беззаконно. Они ропщут, они делают его неправедным. Вы помните их слова, их диалоги. Вы помните, в чем они упрекали? Вот в чем они упрекали Иова? Да, с точки зрения чего? С точки зрения того, что у Иова есть тайные грехи. Да, вот явных они не могли найти, да, они вот перечисляют их, как это часто происходит во всех этих сборниках грехов, да, они перечисляют. А вось там что-то и найдется из того, что ты, а вот грешник, он наказывается, грешник, он наказывается, вот какой-то ты там грешник. Вот. И вот здесь это Раша, они обвиняют, осуждают, поступают по отношению к нему нечестиво. Вот что мы делаем там в пылу полемики? Мы же то же самое, да? Что с нами происходит в пылу полемики? Мы переходим на личность. Да, то есть, нет, это понятно, все твои доводы, да, но мы знаем, какая ты, мы знаем тебя и всех твоих, и при каких обстоятельствах, и так далее, и так далее. Дедушка голубый. Да, то есть вы понимаете. И мы делаем человека неправедным, осуждаем его. Почему? Потому что в нашей полемике самое главное это что? Это же не добиться истины. Это показать, что наш оппонент не прав. Каким образом он не прав? Потому что он сам плохой. Он сам или она? Он сам негодяй. А с таким человеком вести диалог не имеет никакого смысла. И вот здесь происходит то же самое. Здесь происходит абсолютно то же самое. Что конкретно? Не найдя
аргументов для обвинения в адрес Иова, эти люди подозревают его в тайных грехах. И сколько он бедный и несчастный, потерявший семью и здоровье, и все, что имел, не сидит и не страдает у них на глазах, да, и не говорит о том, что с ним произошло, они его не слышат. Кроме того, мы с вами уже говорили о том, в чем разница между религиозными взглядами Иова и религиозными взглядами его друзей. При том, что обе стороны монотеисты, верят в одного Бога. В чем у нас разница? Но разница, он сам страдает. На протяжении всех этих диалогов обе стороны исповедуют веру в единого Бога. А вот в чем разница? Она очень серьезна и существенна. Да, традиционалисты, у нас с точки зрения научно-популярной, с точки зрения традиционной, с точки зрения экзистенциальной, да, это понятно обвинение. То есть они говорят, Бог праведен, всемогущ, видит грехи и добродетели, за грехи наказывает, за добродетели поощряет. А что говорит Иов? А он ведь такой уже родился, почему? Да. А вот относительно Бога, Ну, не согласен. они апеллируют к Богу, а он... Ты, говорит, меня таким сделал. Иов не занимается самооправданием Да. на протяжении всего этого времени. Он апеллирует к Искупителю. Представление об Искупителе и посреднике напрочь отсутствует между... У них Бог это судья. И только судья. Конечно, всемогущий Творец неба и земли. Чем же ему еще заниматься, как не судить и не душить людей, которые он же и сотворил. Конечно, Бог только этим и занимается. Согрешил, он тебя сразу раз и все. Да? Вот эти представления с точки зрения христианства являются не просто ложными, примитивными, они неправильны в корне. Монотеизму мы с вами говорили рознь. Монотеизм сегодня исповедует среди мировых великих, вы сами прекрасно понимаете, кто еще помимо нас, православных христиан. Да? Но в чем разница? Учение об Искупителе или о том, что сам Бог возьмет на себя посредническую миссию, видя, что человек другим уже не станет. У человека возможности стать другим уже нет. Это правда, Марко. Это правда. Вот. У человека, если бы человек мог бы стать да, вот эта частичка быть другим, он бы сделал это. Вы думаете, что негодяями рождаются? Или негодяйками? Думаете, что прям рождаются? Да? То есть никто же не хочет стать наследником или наследницей ада. Человек же не рождается и говорит, вот сейчас я вот так вот поживу, чтобы потом мучиться и при жизни всю жизнь, и дальше. Да? Никто же так в этот мир не вступает, согласитесь, положа руку на сердце. То есть люди вовсе не приходят в этот мир для того, чтобы страдать самим и приносить страдания окружающим. Отнюдь. Но что происходит? Грех поразил природу, мир, и человека как часть этой природы. И то, что мы с вами, помните, проходили апостола Павла, того доброго, чего хочу, то есть представление о добре есть. Конечно, душа, она стремится к Богу и по природе представление, этот отпечаток имеет, но сделать не могу. А вот представление о том, что это зло, у меня есть. Не хочу его, а творю, да, делаю. Вот в какой ситуации находится человек. Об этом вам не будут говорить представители других религиозных конфессий. В том числе и наши собратья-монотеисты. У них там попроще. Есть заповеди, человек выполняет, наследует рай. Не выполняет, наследует ад. Все просто. И никакие посредники, а тем более божественные, там неприемлемы. Есть просто учителя, просто люди, пророки, посланцы и так далее, но ни в коем случае не сам Бог выступает посредником. И только мы, христиане,
последователи Господа Иисуса Христа говорим о том, что сам Бог пришел на землю и воплотился. Что сам Бог взял на себя эту миссию. Почему? Потому что человек ее понести не может. Творение ее понести не может. Ангелы не могут. Не просто какие-то, как мы говорим, святые люди или еще кто-то. Ангелы не могут. Херувимы не могут. Серафимы не могут. Поэтому воплощается сам Бог. Посредник сам Бог. Вот тот, о котором говорит Иов, кто положит обе руки, да? Если херувимы не могут, даже человек почти приравнен к Богу, если он мог нести Вот какую-то часть Бога. вы прямо повторяете сейчас царя Давида. Мало чем ты принизил человека перед херувимами. Да, совершенно верно. Он выше, Да, они да. выше получают, но однако он Почему получается? наполовину, Так и есть. если он грешен, Так и он есть. может нести. Так и есть, да. Потому что не бывает частичной греховности. Да? Человек, который нарушает что-то мелкое, фактически, как снежный ком, да, это все потом растет, нарушает все. Нарушивший часть закона, нарушает весь закон. Да? Это вы прекрасно понимаете. Итак, в чем вот сейчас проблема? Иов делает себя праведным, то есть вот это постоянное давление на него возымело действие, а с другой стороны, они, не найдя в чем его обвинить, эти три друга, они начинают подозревать его в каких-то тайных ухищрениях. Конечно, сторонний наблюдатель, который все это время со стороны наблюдал за этим триалогом, да, вот, вознегодовал. Несмотря на то, что согласно своему возрасту, он вроде бы вот, и не вступает у нас в диалог. Значит, что у нас здесь происходит? Относительно отрока. Вот у нас какой-то появляется персонаж, и он отрок. Относительно отрока пророк Исаия у нас говорит. Вот отрок мой, которого я держу за руку. Избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суда. О каком отроке идет речь? Пророк Иисуса Христа. Конечно, пророк Исаия, да, пророк Исаия, безусловно, пророчествует о пришествии Христа. Отроком называется та отрасль Давида, или тот потомок Давида, который придет. И посмотрите, какие у него функции. Во-первых, к нему благоволит душа Бога, и во-вторых, на нем будет дух самого Бога. А для чего? А для чего? Чтобы возвестить народам суд. Святое Евангелие, апостол Матфей, он повторяет это пророчество. Полностью, слово в слово повторяет это пророчество. То есть мы уже понимаем, о ком идет речь. И вот тут у нас в очень древней книге Иова, задолго до пророка Исаии, ну тем более задолго до пророка Матфея, как раз таки появляется отрок. То есть вот этот образ, да, символический образ, который возвещает тот суд, до которого ни Иов, ни три друга не доходят. Те замолчали, перестали его обвинять, потому что увидели, что это бессмысленно, да, и Иов уже не оправдывается, тоже молчит. Вот в этом молчании появляется он. Об этом отроке в 42 главе Господь говорит. Сказал Господь Элифазу Фемонитянину: горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. То есть характеристика какая? Три друга, они своими речами подпадают под гнев Божий. Да? Иов тоже не совсем верно и адекватно. Мы понимаем почему. А вот относительно Элигу нет ничего, не сказано ничего. Он у нас такой персонаж, который потом вот как бы исчезает. Да, вот как Мельхиседек появился и исчез, свою миссию выполнил и больше не повторяется. И он в этой книге вдруг неожиданно появился. Ну, то есть вы понимаете, кого он символизирует. Так, дальше, пожалуйста. Его текст
Да, да. То, что он говорил. Да. Я молод летами, а вы старцы. Потому я робел и боялся, не рассказывал вам то, что знаю. Я решил, пусть говорит старость и почтенный возраст, мудрости учит, но все же есть в человеке дух, дуновение Всесильного дает ему разум. Неправда, что только старик и мудр, что лишь старец рассудит справедливо. Теперь я скажу, а вы слушайте, расскажу и я то, что знаю. Я выслушал вас терпеливо, рассуждением вашим внимал, пока вы слова подбирали. Я вникал в ваши речи, но никто из вас Иова не опроверг, никто на его слова не ответил. Так не говорите, что обрели мудрость, мол, Бог его обличит, а не человек. Мол, Бог его обличит, а не человек. Не ко мне обращены его речи, и не по-вашему я отвечу ему. Боятся они, ничего не говорят, слов не осталось у них. Ну это понятно, почему боятся и почему слов у них нет. Так чего же мне ждать, раз они молчат, стоят, ничего не говоря? Нет, скажу я вам свой черед, расскажу я то, что знаю. Переполняют меня слова, дух, что во мне не дает мне Да, покоя. это вот тот самый дух, о котором мы говорили, дух отрока. Далее. Словно во мне закупорено вино, и лопаюсь я как новый мех. А пророк, если его обливает пророчеством, если такой дар у него есть, это и у пророка Исаии, и у Иезекииля, и у всех остальных пророков, он молчать не может. Они образы разные приводят, как угли горят внутри, или вот как он говорит, что у него. Вино, Как вино, да, вот вино, вы знаете, когда оно бурлит, как оно давит, да, то есть человек не сможет, даже если он убежит и откажется от собственной, да, миссии пророческой, как с пророком Ионой получается, через рыбу, через приключения, но все равно волю Божию человек исполнит. Далее. Выскажу, и станет мне легче, так разомгну уста и отвечу, не стану смотреть, кто передо мной, и не буду никому угождать, я угождать и не умею, а иначе пусть поразит меня Творец. Совершенно верно. Вот в чем заключается истинное пророческое служение. Пророк не угождает и не смотрит на лицо человека, кто перед ним. Вы помните, пророк Нафан пришел к Давиду и обличил. Кроме того, пророк Илья обличал целую плеяду, да, и царей и цариц. О чем идет речь? Пророк – это не лицемер. А пророк – это не тот, кто просто предсказывает будущее, вы понимаете. Пророк – это тот, кто открывает волю Божию. Пророчество – это открытие, нави – это служение, открытие. Мы с вами говорили в самом начале при книге «Бытие», рассматривая книгу «Бытия», пророк – это тот, кто открывает людям волю Божию. И при этом, конечно, никакого лицемерия, лицеприятия, особого избранничества в отношении людей быть не может. О чем, собственно говоря, вот этот Илиу сейчас и говорит. 33 стих, пожалуйста. 33 главу, пожалуйста. Так слушай же, Иов, мою речь, каждому слову внимай. Ныне открываю я уста, язык мой и гортань вещаю. Сердце мое говорит честные уста, чистую правду молвит. Сотворил меня Дух Божий, жизнь в меня вдохнул Всесильный. А ты, если можешь, ответь мне, выходи на поединок, защищайся. Перед Богом я то же, что и ты. Я и сам вылеплен из глины. Да, вот здесь смотрите, о чем идет речь. Глина, грязь, здесь это хомер. Это еврейское слово хомер. Куча, груда, волнение. Он вроде бы начинает обличать Иова. Обличать с целью какой? Вы не смогли, я обличу. Да? Но вот здесь сейчас проявляется то, что суд Божий – это не суд человеческий, это не унижение личности Иова, как это делали друзья. Мы говорили, весьма сомнительный утешитель. Он начинает с того, что приравнивает себя к Иову. Обратите на это внимание. Он ему говорит, я из той же грязи, что и ты. А как мы-то как себя ведем? Приходим, ты-то с тобой-то все ясно, но мы-то, да, вот мы пришли, мы сейчас, вот мы не имеем никакого отношения к твоему положению, состоянию, вот, и, конечно, с нашей высоты добродетели мы можем
судить о том, что тебе делать, какой ты или какая ты и так далее. Это наш с вами подход. Подход вот этого пророка, который говорит, которого переполняет Дух Божий иной. Он начинает со слов, при которых приравнивает себя к тому, кто грешник и кто страдает. Кто у нас так еще сделал? Да, то есть Христос это тот, кто воплотился, да, как о нем говорят, принял образ раба. Ведь по его внешнему облику, образу жизни, месту проживания, мы с вами говорили, где он поселился, и где он, вообще какую область страну он себе выбрал. А ведь выбрал добровольно. И что за народ он себе выбрал, да? И когда мы на все это смотрим, мы видим, что вот Господь, Он всем своим явлением показывает служение человеку, служение грешнику. И страдает ради грешника. Ради грешника ведь не страдает. Ведь как у нас говорят, ты заслужил наказание и страдай. Кто будет разделять с человеком заслуженно несущим наказание, да, его боль? Да никакой в здравом уме человек так делать не будет. Бог делает. Бог делает. Бог умирает не ради праведников, Он умирает ради грешников, ради нас с вами. Он воплощается не ради праведников, не ради высокого ангельского чина, а ради людей. И вот здесь, да, кроме всего прочего, Он же и в ад сходит. Он что сказал? Выходите все грешники. Он спускается в ад. Когда мы ставим перед собой задачу помочь человеку, друзья мои, это не значит, что с высоты его вытащите. Спуститесь к нему в его ад. И вот тогда, ну, как об этом говорит апостол, если ты сам искушаем, то и можешь искушаемому помочь. Да? То есть, если ты сам прошел этот путь и вышел, тогда ты знаешь, как показать и другому. Если у тебя нет, вот у митрополита Антония Сурожского это есть такие слова, что в его многоплановой тогда и многоразличной вот этой деятельности пастырской, он говорит, я никогда не советовал людям того, что не проходил сам. То есть у нас-то что, у нас же есть книжки. У нас есть опыт, мы где-нибудь что-нибудь вычитаем, потом выходим и советуем. Этот процесс до бесконечности, да, можно продолжать. А митрополит Антоний, он, исходя из теологического опыта, предлагает совершенно иное. Сам прошел, имеешь опыт. Духовной брани, неважно чего-то, прозорливости, исцеления, что бы у тебя не было, взгляда на жизнь, чего бы не было. Есть у тебя такой личный опыт, пожалуйста. Воплощай его, да, конечно. А если у тебя этого нет, ты лучше промолчи. Или помолись об этом человеке. Но вот не лезь со своими вот этими проектами. Вот здесь то же самое. Бог сходит в ад за человеком. Во-первых, на землю грешную, во-вторых, в ад. Если прошли этот ад, пожалуйста. Почему мы говорим об опыте святых отцов? То есть это же не просто святость отцов, это же не просто пририсованный круглый нимб над головой. Он почему рисуется? Потому что человек проходит все искушения лично. Это не потому, что он безгрешен. Это потому, что он, пройдя искушения, приобщился к этой божественной чистоте. Потому что этот свет был с ним, он не забывал об этом свете в своих искушениях. Речь же не о том, что ты поборол грех. Речь о том, что ты даже во грехе цепляешься за Христа. Потому что Он выводит. Вот, собственно, поэтому для нас опыт святых отцов и имеет такое значение. Святые отцы, которые сами не проходили искушения, про таких, вот, насколько я помню, вот в Оптиной пустыне, да, вот это знаменитое в свое время в Российской империи рассадники старчества, говорили, свят да не искусен, и в духовники не стали. Потому что есть личная святость, да, вот, но эта чистота такая бывает врожденная. Исповедовать, тем более советовать, этот человек не сможет.
Он прекрасен, он замечателен, но он не искушен. Как это об этом говорит Священное Писание, серебро, очищенное седмирицей, то есть 7 раз через переплавку. Представляете, руда, как она проходит, какого качества серебро? Ведь так же и душа человека. Так же точно и душа человека. Вот она, когда через этот огонь проходит, она очищается. Да. И вот здесь что делает Элиягу? Он себя, прежде всего, в отличие от друзей, приравнивает к Иову. Я из той же глины, говорит он, из той же грязи, что и ты. Послушай меня. Далее, пожалуйста. 7 стих. Я тебе не внушаю ужас, и гнет мой тебе не грозит. Вот смотрите, смотрите, какие слова. И сравните их с тем, что говорили эти 3 друга. Кроме ужаса божественного, что они внушали? Бог карает, Бог наказывает, Бог огонь, который поедает и так далее, и так далее. То есть что они? Они пугают, они страхом пытаются из него выбить показания. Признание собственной греховности. Смотрите, что говорит этот человек. Отрок, который молчал из уважения к их сединам. Слушайтесь в эти слова. Я не внушаю ужас, и гнет мой тебе не грозит. Христос как говорит о своем иге и своем бремени? Да. Иго благо, а оно не тяжелое бремя. Вот бремя Христа в отличие от бремени фарисеев, потому что фарисеев он как характеризует? Они на вас это все навешивают, а сами палец о палец не хотят ударить, да? Что они любят? Широкие одежды, председательство на собраниях и на пиршествах. И почет, чтобы люди видели, их хвалили, да? Ну и, соответственно, эти постоянные генераторы различных предписаний для людей, для их поведения, ну, естественно. Но сами палец о палец не ударяют в своем отношении. А этот, смотрите, что говорит. У меня ужаса нет, и гнет тебе не грозит. 8 стих. Я сам слышал, как ты говорил, и звук этих слов у меня в ушах. Да, вот смотрите, у Христа есть такое, в Евангелии есть такое высказывание, прочтите его. Придите ко мне, все уставшие и обремененные, я упокою. Что нужно грешнику? Наказание? Что Христос дает грешнику? Он же тоже мог ходить с Торой, с предписанием старцев и гром и молнии метать, да, в адрес грешника. Но он ведь нигде этим не занимается. Если он укоряет, то укоряет что? Укоряет только одно направление – фарисейство. То есть людей, которые ходят с линейкой и высчитывают чужие грехи. Это мы с вами. Мы с вами представляем мощный орден фарисейства. Мощный, мощнейший. Ах, если бы это еще и светилось. Точно. Парень глупец нам не нужен. Совершенно справедливо. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем. Вот какое ярмо. То есть это не пикировать каноном и законом. Ты не сделала то-то, то-то, то-то. Или же ты совершила преступление такое-то, такое-то, такое-то. Это делает закон. Это делает совесть человека. Это всегда вместо вас делает общество. Не спешите никого осуждать, найдется 100 других человек, которые встанут на это место судьи, и кого нужно, и как нужно, и в каком нужном направлении осудят. Не спешите, прокуроров и судей у нас много, кого у нас мало. Адвокатов. Конечно. Далее что он говорит? Это какое бремя? Бремя кротости и мягкости сердца. Вы найдете покой душам вашим. Ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка. Покой, мир, ирини, шалом, мир, мирное состояние. С мирным состоянием человек какой? Смиренный.
То есть, что такое смирение, исходя из этого? Это не унижение человека. Получается, что раз мир даруется Богом, это наоборот возвышение человека. Когда человек имеет внутренний мир. Любому грешнику, совершившего любое преступление, необходимо что? Мир. Потому что мира из-за наличия греха и из-за наличия преступлений не будет уже никогда. Будут вот эти вот попытки убежать от собственной совести. Неважно как, болтологии или при помощи каких-то транквилизаторов, при помощи каких-то вот посторонних вещей, да, какое-то замещение, комбинаторика какая-то, но не будет никогда мира. А Христос этот мир несет. Христос этот мир дает. Почему? Потому что у него кроткое и мягкое сердце. Так, следующий стих, пожалуйста. 9. Да. Чист я и греху не причастен, не порочен, нет на мне вины. А Бог все выискивал повод, чтобы назвать меня своим врагом. Это он... Да, это цитата самого Иова. Да, вот почему мы говорим, что Иов виновен. Почему Иов виновен? Он говорит, чист я, а Бог выискивает. Дальше. Забивает мне ноги в колоды. Да. И следит за каждым моим шагом. Да, вот это говорил ты, Иов, как бы говори здесь, или вот, да? А вот что он отвечает. Я на это отвечу. Да. Ты не прав. Ведь Бог больше человека. Даже больше того, Бог не человек на тот Что период, же да? ты его обвиняешь? Дескать, он тебе не отвечает. Бог говорит по одному или по другому. Его не понимают. Во сне, в видениях ночных, когда забытие на людей не сходит. И спят они в своей постели, тогда отверзает он людям слух, порицаниями их устрашает, чтобы отвратить человека от дел его, избавить людей от гордыни, чтобы удержать от падения в бездну, не дать пересечь стремнину. Спасибо. То есть, посмотрите, о чем он говорит. Ты, Иов, говоришь о том, что Бог тебе не отвечает, ты страдаешь. А я хочу тебе сказать, что ночью, когда вы все люди успокаиваетесь, ложитесь, Бог говорит с вами в видениях. Почему? Потому что люди Богу места в своей жизни не дают. Потому что люди Богу сказать ничего не дают. Посмотрите на наши молитвы. Мы ведь, конечно, знаем, что Бог должен сделать. У нас есть такие списки, что Ему нужно сделать для нас. То есть Он не знает. Получается так. Хотя Евангелие говорит, не будьте многословны в своих молитвах, потому что даже прежде, чем вам что-то понадобится, Бог уже знает об этом. Это же Евангелие говорит об этом, правда? Это не моя выдумка. А вот смотрите, что делает человек. Человек все время Богу указывает, что ему делать, как ему быть и как ему с этим миром вообще поступать. Вот у нас какой человек. Замечательный. Более того, вы иногда привязываете. О ком мы говорим? Мы говорим сейчас о нас. О себе, конечно. Да. Это мы. Это опять-таки мы. Почему мы такие? Почему мы такие? Вот у того же Антония Сурожского был такой опыт пасторский. Он рассказывает о том, что к нему пришла женщина, я, может, сейчас подробности какие-то могу напутать, к нему пришла одна женщина, она говорила, что вот она присутствие Бога не ощущает, его не чувствует. Ну, что-то подобное когда-то и здесь тоже задавалось, вы помните. И так далее, и так далее. И вот она и молится, она и пытается, но никакого ответа нет. И вот он ей предложил, вы знаете, говорит, вы когда вот в комнате находитесь, да, там, вяжете или еще что, вы помолчите немножко и послушайте. Это же вроде бы не трудно сделать, да? Дайте
сказать ему. Ведь посмотрите, у нас же даже диалоги с людьми такие. Мы не слушаем, мы не диалоги ведем, мы монологи ведем. Мы по сути разговариваем сами с собой, да? Потому что в другом человеке мы видим свое представление о нем и о ситуации, не слушаем того, что нам говорят, и просто выстраиваем и вот собственные вот эти вот воздушные замки. Поэтому и коммуникативная проблема между людьми. Она почему между личностями? Это постоянно возникает. Не слышать друг друга. Семейная, общественная, я не знаю, какая сказать, межгосударственная, почему проблема, межцивилизационная. Когда смотришь, почему возникают войны и конфликты, диву даешься. Яйца выеденного не стоят, все они вкупе, вместе взятые. Да? Вот мы смотрим на многовековую, многотысячелетнюю историю Кавказа. Вот мы все живем на Кавказе. Вы хотя бы одно мгновение, хоть у одного народа, можете назвать, когда люди на Кавказе просто жили. Они же постоянно за что-то друг с другом борются. Когда был Советский Союз, Без конца. промежуток 70 лет не боролись. Да, когда их Да. хорошенько, да? Когда нельзя было ничего говорить. То есть дайте человеку возможность что-то сказать, и они перебьют друг друга, фактически. Вы представляете вообще, что это за вообще состояние наше такое? То есть для нашего ближнего, а почему? Потому что мы же вообще, в принципе, самоеды. Мы вначале сами себя там внутри пилим, а потом эту пилу выносим вовне, а потом ее еще и по хребту, да, вот этому вот горному. То есть, ну, посмотрите, все народы Кавказа что-то там за что-то, куда-то и так далее. И от предков к потомкам, от предков к потомкам. И все это. Когда люди начнут жить? Бороться можно бесконечно, а жить когда начнут? Вот вопрос. Если вы думаете, что это исключительно кавказская проблема, то есть так живет человек на этом земном шаре вот с момента этой Эдемской катастрофы. С момента этой Эдемской катастрофы. И здесь вот то же самое. Почему человек не слышит Бога? Вот известный апологет Клайв Стейплз Льюис вот в свое время вот такую сентенцию вывел. Бог обращается к человеку шепотом любви. Но шепота человек не слышит, он же у нас орет, мы же такие крикливые. Мы должны слышать собственный голос в окружающей среде, только собственный голос. Если он не услышан, то Бог говорит голосом совести. Но мы же и голосом совести тоже игнорируем, да? Если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается через рупор страданий. А это совершенно не понимают. Все время задают вопрос про страдания. За что? Вот это только за что начинается робот, когда страдают. Ну вот одну, да, увы, вот одну из этих краев, да, вот осветил этот христианский апологет, да, Клайв Стейплз Льюис, вот он, хроники Нарнии, недавно это экранизировано. Так что единственная возможность Богу говорить с людьми — это в ночных видениях была. Потому что все дневное время суток человек занимался монологом. Далее, пожалуйста. Вы на 18-й остановите, 19-й. Да, все вижу. Или поражает человека на ложе болью. То есть он говорил Да. про сон, теперь он говорит, Да. Это вот то, что мы говорим о и страдании. нет его костям ни на миг покоя. Да. Тогда не принимает пищи его чрева, и лакомство ему противно. Плоть его на глазах тает, отдаляются сокрытые кости. Жизнь его на краю могилы, и несущая смерть все ближе. Но если встанет рядом с ним ангел, заступник, из 1001, и поведает о его правоте, сжалится над ним и скажет: отпусти его, не своди в могилу, я нашел за него выкуп. Да, вот это очень интересно. Выкуп, искупление, это хефер, да? Вот что это означает. От названия куста идет. Вообще, если вы помните, еще в Новом Завете Господь говорит о том, что
Тело человека – это храмина для Святого Духа. Да? Почему нельзя осквернять тело человека? Потому что в нем, как в храме, пребывает, то есть в нас, как в храме, пребывает Дух Божий. И в принципе, если произойдет вот это вот обновление, это 25 стих, пожалуйста. Он снова, как в юности, расцветет, и молодость к нему вернется. Будет угодно Богу его молитва, ликуя, предстанет он перед Богом, и тот вознаградит его за праведность. Если вот этот выкуп за грехи будет выплачен, то человек обновится и вернется к нему юность. Вы ведь читали книгу Иова? Что произошло в конце? Ну, да, все. Ну вот, то есть это еще не произошло, наш пророк это предвещает. Вот теперь посмотрите, он встал, чтобы обличить Иова. И смотрите в чем. Обличение Божие и суд Божий – это не суд человеческий. Это не для уничтожения человека. Это для того, чтобы обновить, выкупить, освободить. Еще раз повторим. Он снова как в юности расцветет. Вы же помните себя в глубокой юности. Да? Дальше, пожалуйста. Воспоет он перед людьми и скажет: согрешил я, правду извратил, но не воздал он мне по заслугам. Он избавил меня от могилы и дал мне увидеть свет. Да, это все произойдет. Далее. Все это делает Бог для человека и вдвое, втрое того больше. Запомните это количество. И вдвое, и втрое больше того. Дальше. Беречь его от могилы, чтобы сиял для него свет жизни. Внимай ее, слушай меня, молчи, пока буду говорить. Смотрите, какая интересная фраза. Внимай, слушай меня и молчи. Почему? Потому что как ты себя оправдываешь, вы уже слышали. Сейчас я тебя оправдываю. Он-то встал обличать Иова, получается, что он с ним делает? Он его оправдывает. Что делает Дух Божий с человеком? Он не убивает, он животворит. Суд Божий для того, чтобы придать жизнь. Не просто попалить грех. Ну, попалить грех, это понятно. Дать жизнь. Вот эта вторая часть нашей религиозной жизни тоже отсутствует. Это большая редкость, вы знаете. Мы ведь более всего чем занимаемся? Борьбой с грехом. Еще реже со своим, но ладно. Но борьбой с грехом. У меня вопрос, а вот жизнь когда начинается? После второго пришествия. Вот. То есть вот так. Жизнь начинается после второго пришествия. Вот классический, это же наш классический взгляд. Это же правда. На самом деле мы так и живем. Хотя жизнь начинается здесь. Потому что если она не началась здесь, как говорит святой Николай Ковасила, ее не будет там. Соответственно, если здесь ты грешишь, ты там. Продолжишь? Да, а если ты здесь не начал новую жизнь вечную, то там она не сможет появиться. Откуда ей браться? Поэтому Христос что говорит? Мы с вами об этом уже говорили. Блудница, которую, скажем, к нему привели побить камнями. Вспомните. К нему привели блудницу. Да. Ее камень не грешный человек, и не Да. оказалось так. Он задает ей вопрос, очень простой вопрос, максимально простой. Где твои обвинители, женщина? Где твои обвинители? Вот блудница взята в прелюбодеянии, говорит Писание. Слушайте, ну во грехи человека поймали, все, в каземат. Ну или по закону Моисея побить. Когда читаешь современную экзегезу, диву даешься. Уже давно не применялась эта казнь, там, ну, в общем, ищут какие-то, вы знаете, ну, совершенно непонятные, на мой взгляд, объяснения. Текст говорит сам за себя. Первое, что Христос задает вопрос. Женщина, где твои обвинители? Ты их нет. Ушли. И я тебя, продолжите эту фразу, не обвиняю. Еще раз. Я хочу, чтобы вы это повторили.
Женщина взята в прелюбодеянии. Ну, прелюбодеяние, вы знаете, что такое, да? Это нарушение супружеской верности во грехе. Больше уже никак нельзя, наверное, по свидетелям. Господь говорит, и я тебя не обвиняю. Иди и впредь не греши. То есть сегодня мы как говорим? Первое условие, ты должен перестать грешить. Второе, ты должен там что-то побороть. Третье, у тебя не должно быть каких-то там мыслей. Четвертое, еще что-то. Пятое, еще что-то. И потом Бог тебя простит. Ведь это так. Ведь это так. Ведь это наша с вами религиозная практика. И мы эту воду в ступе толчем по сей день. И до старости будем толкать. Христос говорит иначе, чем мы с вами. Я почему говорю, что мы судьи так себе? Вот, потому что Христос говорит иначе. Я тебя не обвиняю. Вот сила благодати. Вот сила того, что Бог есть любовь. Вот от этой любви отталкиваясь, иди и не греши впредь. А если нас огрешит еще? А вы попробуйте жить именно исходя из этого. То есть попробуйте начать... Не, ее оставьте. Мы же о себе говорим. Мы же о себе говорим. Она святая, она канонизирована православной церковью. С ней все понятно. За нее беспокоиться не нужно. Давайте беспокоиться о себе. Потому что это евангельский пример, обращенный к кому? Не к тем же персонажам, о которых там речь идет. Они уже все, они свой выбор сделали. Евангельский сюжет обращен к нам. От чего мы отталкиваемся в своей жизни? Что для нас? В какого Бога мы верим? В Бога вот этих трех друзей. Судью с мечом. И многого мы достигаем с такой верой. И многого мы победили в своей жизни. Плохого с такой верой. Это же все для нас. То есть вы поймите, если Христос говорит, я вас не обвиняю, идите и впредь не грешите, то Он выдергивает у греха самое главное, о чем говорит Иоанн Златоуст на Пасху. Вы это читаете. Ад, где твое жало? В чем жало греха? Оно жалит и говорит человеку, что он грешник. Что он грешник, виновный, грешник, виновный. И что происходит? Вот вода в стакане. И вы это в ступе сбиваете, а ничего не взбивается, потому что воду взбить невозможно. То есть, как это сказать, пустая деятельность, совершенно пустая, ничего не дающая. Исходя из чего? Исходя из того, что вот эта вот деятельность аскетическая предшествует вере. Она не вслед за верой идет, за нашими религиозными предписаниями, точнее, религиозные предписания идут перед верой. Мы верим в Бога судью, который нас наказывает. Ну и будем, наверное, судьбу вот этих трех друзей разделять, скорее всего, и разделяем. Не скажите, что это не так. А то, что Бог есть любовь, несмотря на то, что об этом Евангелие говорит, евангелисты, несмотря на то, что церковь об этом проповедует, это мы не воспринимаем. Это вот где-то там, вот что-то такое, вот, очень высоко, недостижимо. Но как блуднице перестать блудить, если Бог не есть любовь? А как убийце перестать убивать, если Бог не есть любовь? А как вору перестать воровать, если Бог не есть любовь? Как? Где брать благодать, если нужно полагаться только на свои силы? Иов смог победить грех? Друзья, смогли победить грех? Кто-нибудь во всем этом поколении до пришествия Христа смог победить грех? То есть история человечества показывает механизм, который от нас уходит. Он от нас убегает. Мы его так и не можем. Мы вроде бы с вами верующие люди. Но я еще раз повторяю, монотеизму рознь. Вера Иова, она ему помогла. Он верил в Искупителя, в Примирителя, в того, кто принесет покой. Дальше, пожалуйста.
Восправил он перед людьми, да? Вы можете 34 главу уже начать. Так продолжал Элигу, слушайте меня, мудрецы, ведущие, внемлите мне, ибо ухо распознает слова, как небо вкус пищи. Сделаем же справедливый выбор, решим между собой, что есть благо. Иов сказал так: я прав, а Бог отказал мне в правосудии, хоть я и прав. Причтен к лжецам, без вины неизлечимо ранен. Вот, спасибо, на этом можно остановиться. До 38 главы это рассуждение о том, что обличается та черта Иова, которая называется отчаяние. Она возникла. Человек, он ведь хрупкое существо, мы же с вами хрупкие, да? До какой меры страдания можно переживать? Вот приходит какой-то момент, и приходит отчаяние. Вот это отчаяние и затем самооправдание обличает Элигу. Он обличает не то, что Иов не грешник, а то, что он отчаялся в Боге. Он обличает не то, что у него тайные грехи, а то, что он стал сам себя оправдывать, хотя изначально исповедовал веру в примирителя. Это до 38 главы включительно. И давайте вот 38 главу откройте. Тогда из бури ответил Иову Господь. Да, и вот когда заканчивает свою речь пророк, мы с вами пророк, мы с вами говорили о том, что мнения разные. Некоторые говорят о том, что он представлял собой прообраз Христа, другие говорят, что это был прообраз Иоанна Предтечи. Да? Ну, в любом случае, это предвестник того. А род Рама это что, извините, что? Сейчас мы об этом поговорим. Вот смотрите, появляется самое главное действующее лицо. Господь, да? Откуда он появляется? Из бури. Да. Господь появляется из бури. Почему? Почему из бури? Что их буря была? Мы с вами только что Льюиса цитировали. Ну, понятно. Да, не слышат они ничего другого. Не слышат они ничего другого. Им шепот любви не слышен. Им нужен молоток страданий. Да, мы с вами говорили как-то, рупор страданий. Им обухом по голове нужно. Поэтому в Ветхом Завете Бог не является, знаете, вот так, как в Новом Завете, человеком, смиренным, рабом в образе раба. Нет, не является так Бог. Либо, помните, закон как давался? Гора дымилась, огонь был, и народ сказал, нам страшно, вот Моисей посредник, пусть он поднимается. Помните же все это, да? Совершенно верно. И далее, так очень редко, когда были какие исключения. Вот по этой самой причине Бог говорит из бури. Это не потому, что Он должен устрашить людей, отнюдь не поэтому. Потому что люди иначе не слышат. Вот. Мы такие, друзья мои, это же все о нас, родных, любимых. Дальше, пожалуйста. Из бури. Да. 38 глава. Тогда из бури. Да. Кто ты такой, чтобы мой замысел очернять словами, за которыми знания нет? Припаяшь свои бедра, как муж. Я спрошу, а ты мне ответь. То есть, сейчас я начну спрашивать себя как с мужчиной. Ты же мужчина? Что значит припаяшь чресла? Да? То есть, мужчина без пояса, это... Вот. Надевай пояс и отвечай так, как должен отвечать мужчина. Значит, ты решил меня вызвать на суд с тобой. Вот сейчас я начинаю с тобой этот суд. Ты же хотел именно со мной. Давай. Так, где ты был, когда я землю основал? Скажи, если сведущ и разумен. Если знаешь, скажи, кто размер ее наметил и кто натянул над ней шнур.
на чем держится ее устой, и кем положен краеугольный камень, при ликовании всех утренних звезд и радостных кликах сынов Божьих. Сынов Божьих, да. Сынов То есть Божьих. ангелы. Кто запер врата моря, когда из недр оно выходило, когда я окутал его облаками? То есть законы мироздания, помните, Марк, вас удивляли эти описания природы? Здесь законы мироздания, космология описана, как существует наш мир, о том, как законы притяжения какие есть, да, о том, как вода течет, о том, как море плещется, о том, как растут деревья и так далее, как животный мир, то есть биология описывается и так далее, и так далее. Почему Господь это все описывает? Вопрос один. Ты что, раскомандовался? Ты что, все это творил? Вопрос один, он простой. Далее. Ты хоть раз повелевал утру, заре, назначал место, чтобы взялась она за края земли и стряхнула с ее нечестицы, преобразила ее, как печать, глину, обогрила ее, как полотно, чтобы отнять у нечестивцев свет и сокрушить занесенную руку. Добирался ли ты до истоков моря? Проходил ли ты по дну пучины? Ведомы ли тебе врата смерти? Видел ли ты врата кромешного мрака? Исследовал ли ты земную ширь? Да скажи мне, если это все знаешь, как пройти в обители света и где жилище тьмы? Отведешь ли ее обратно, дорогу домой укажешь? Ты все знаешь, ли ты им ровесник? Вот как до... Это же ирония, да? Да, вот как Мироздание. Ты что, ровесник? Входил ли ты в хранилище снега? Видел ли ты хранилище града? Да, вот эту всю атмосферу, стратосферу ты летал там, видел, что это Кто такое? припасен мной за час беды, Да. на день боевой сечи? По каким стезям молнии бегут? Да. Как разносятся... Разряды вот эти, которые мы видим. Ты тоже этим руководишь? Далее. Как разносится по земле восточный ветер? Кто прорубил... Да, вот атмосфера, разница атмосферных давлений, да, потоки масс воздушных. Ты и этим руководишь? Далее. И проходы для бурь громовых. Да. Что орошает безлюдные земли, пустыню, где нет человека. Поят дикую пустошь, взращивают зеленые побеги. Есть ли у дождя отец? Кто рождает капли росы? Из чего чрево выходит лед? И кто вынашивает небесный иней, когда застывают, как камень? Да, вот все эти осадки, этим тоже ты руководишь? Да. Можешь ли ты затянуть упряжь Плеяд, ослабить путы звезд Ориона? Это как раз, вы помните, в самом начале книги мы с вами говорили о их вот это, астрономических представлениях. Далее. Медведи с детенышами направлять. Ну, это большая медведица, вы помните? Знаешь ли ты устав небес, утвердишь ли на земле порядок должен? Возвестишь ли до облаков свой голос? Ответят ли тебе бурные воды? Полетят ли молнии, куда прикажешь? Скажут ли тебе, мы готовы? Кто Ибиса сделал мудрым? Разумеется, разумение дал петуху. Кто столь мудр, что... Да, вот биология, вы смотрите, какая разнообразная биологическая жизнь, да, разные формы. Этим тоже ты в свое время руководил? Далее. Кто столь мудр, чтобы тучи сосчитать или опрокинуть небесные сосуды, чтобы покрыла земля коркой и слепились комья грязи? Загонял ли ты добычу для львицы, чтобы насытить ее львят, которые в логове затаились, залеглись в пустом засаде? Кто посылает ворону добычу, когда вызывают птенцы его к Богу, мечутся, не находя пищи? Определяешь ли ты, когда гордым козам рожать? Следишь ли ты за родами лани? Сочетаешь ли, сколько месяцев вынашивать им и когда принесено потомство? Когда присесть и разродиться и вытолкнуть время наружу, чтобы росло и крепло на воле их потомство, а затем оставило их навсегда. Кто пустил на волю дикого осла, анагра,
от пут избавил. Я поселил его в пустыне Солончаки. Можно с 31 стиха. И еще сказал Иову Господь: есть этот спорщик и всесильному прикословен. Пусть ответит тот, кто упрекает Бога. И ответил Господу Иов: я ничтожен, Вот. что отвечу тебе. Вот, что отвечу тебе? Что отвечу? На уста себе ладонь налагаю. То есть закрываю рот. Я сказал один раз, не стану продолжать дважды. Сказал, теперь умолкну. Все. То есть Иов как собеседник умолкает. Он понимает, что определять вот, ну, с точки зрения какой-то части конструкции, да, можно о чем-то говорить, но говорить обо всей конструкции, а ведь смысл в чем? Промысле. Вот все ведь взаимосвязано друг с другом, и Господь это начинает описывать. И когда вся картина мироздания ткется, Иов говорит: я молчу. Хотя он продолжает оставаться больным, хотя он продолжает оставаться со всеми этими потерями, но он понимает, что в этом есть смысл. Далее. Тогда из бури ответил Бог Иову Господь: Да, и снова. припаяшь свои бедра, как муж, я спрошу тебя. Как мужчина, отвечай. Неужели ты отвергнешь мой суд, обвинишь меня, что самому оправдаться? Будешь продолжать самооправдываться? Может, мощью ты подобен Богу, и как Он говоришь в раскатах грома, тогда укрась себя величием высоким, облекись в сияющую славу, дай волю ярости и гневу. Так, а вот теперь смотрите, реши все социальные проблемы, в которых ты меня обвинял. Вот смотрите, какие. Взгляни на гордеца и смири его. Да. Вот мы говорим о том, что Бог не знает, как правильно руководить этим миром. Ну, давайте дадим себе возможность это сделать. Давайте начнем с того, что будем смирять гордых. Интересно, судьи здесь кто? Взгляни Дальше. на гордеца и покори его, а несчастливых раздави на месте. Да, может это сделать человек? Эпоха всеобщего благоденствия и справедливости у нас когда-нибудь существовала? Далее. Разом их в землю зароют, по земле их. Да, ты же говоришь о том, что ты будешь руководить миром. Попробуй, реши все проблемы. Дальше. И тогда я воздам тебе хвалу, твоя десница спасет меня. Тебя. Вот не бегемот, на бегемота посмотри. А теперь у нас возникает вот тот образ, о котором мы говорили в начале. Левиафан, помните? Бегемот. Змей, да. То есть под всеми этими видами какой персонаж у нас выступает? Ну, возможно, этим руководствовались позже. Возможно. Но он все-таки, как это, сын священника и внук профессора Киевской духовной академии Михаила Булгакова. Да. Поэтому, вот смотрите, возникает персонаж. Мы с вами говорили, когда возникает у нас персонаж дьявол? Сначала, когда началось Присутствие кого его видно? Бог там... Да. Дьявола видно всегда, когда есть Бог. Его не видно, когда не участвует непосредственно Всевышний. А был ли в этом диалоге дьявол, когда пришли утешать Иова? Ну, конечно же, был. Безусловно, потому что главная причина, кто отобрал-то здоровье, кто уничтожил, кто руководит мыслями всех этих ухищрений, найти грех, наказать. Посмотрите, что говорят друзья. Мы с вами говорили, один из друзей, да, говорит о чем? Бог с утра просыпается и выискивает проблемы, несуразицы и несостыковки в своем творении. Эту клевету мог сказать пророк? Что Бог вот этим занимается? Выискивает, да, чем там ангелы грешат? Нет. А ведь именно об этом, вот такой монотеизм проповедуется в данном случае этими друзьями. Да более того, мы о чем говорим? Почему они плохие, да, утешители? Ничего они там не утешают. Совершенно. А кто у нас отец лжи, который все извращает? Ну так он и сидел напротив Иова.
Потому что главная была задача вызвать у Иова ропот. Ведь первый-то диалог о чем был с Богом? Иов недаром праведен. Недаром он получает от тебя благо, поэтому праведен. То есть были испытания, которые в процессе... Совершенно верно. Испытания попускает совершенно верно Всевышний, но проводит-то кто? И в процессе этих испытаний робот пошел и сравнялся с Богом, и потому вот это вот как бы... Да, да. То есть этот бегемот у нас сидит в этом диалоге. Бегемот выполняет свою задачу, свою миссию. Я так товарища, да, называю. Вот. И смотрите, Бог задает вопрос. Ты вот говоришь о том, что я несправедлив. А ты знаешь, что есть существо, которое намного сильнее и могучее тебя. Ты можешь с ним справиться? А ведь он источник зла. Ведь не человек источник зла, человек жертва, мы с вами знаем об этом. Вот давайте про этого бегемота, пожалуйста. Вот на бегемота посмотри. Да, и он показывает ему дьявола. И тебя... Он же не видел. Мы не можем видеть дьявола. Бог, как в присутствии света, видны вся грязь, да, видна. Но также в присутствии Бога открывается дьявол. Давайте дальше. И тебя, и его я сотворил. Да, да, дальше. Ест он траву, как волк. Да. Посмотри на мощь его бедер, на могучие мышцы его чрева, хвост, как будто кедр, сплетены на баржах. Образы идут его могущества. Кости его, что бронзовые трубы, остов его, что железные брусья. Вот оно, начало путей Божьих. Ну, это понятно, ангельский мир, это начало путей Божьих. Да, Лишь Творец его свой меч к нему приблизит. Никто. Лишь Творец. Нельзя бороться со злом человеку. Лишь Творец к нему свой меч может приблизить. Только Творец. Человеку это невозможно. Все вот эти вот наши многочисленные попытки построить мир и Царство Божие на земле и наказать зло, они ничего не дадут. Далее. Дают ему пищу в гору, где резвятся дикие звери. Среди лотосов он отдыхает, скрывшись в болотном тростнике. Лотосы осеняют его тенью, вокруг его речные ивы. Поток на него устремится, он не дрогнет. Ну, конечно. Хлынет Иордан ему в пасть, он спокоен. Кто поймает его за голову? А вы помните, кто поймает его за голову? Кто ухватит У вас за есть такое пророчество, вспомните его. Кто поймает его за голову? Конечно. Конечно, конечно, смелее, совершенно верно. То есть он будет жалить тебя в пяту, говорит Господь, в раю, о потомке Евы, семени жены, да, вот это странное высказывание, семени жены, то есть не искусом мужа рожденный. А ты будешь что делать? А Христос поразит его в голову, то есть змей будет уничтожен, а змея может быть уничтожена не с хвоста, как вы понимаете. Да, с головы. И вот здесь то же самое. Здесь о чем говорится? Кто ухватит его за голову? Бог. Дальше. Кто ухватит за нос? Да. А Левиафана на крючок поймает? Ну, тот же самый образ дьявола. Далее. Прижмешь ему язык веревкой, проткнешь ему нос тростинкой, вонзишь ли крючок в челюсть? Иначе говоря, зло прекратить на земле ты сможешь, Иов? Ты же обвинял Всевышнего. Конечно. Ты можешь положить конец, в том числе и страдания, и злу, и преступлениям. Ты можешь дьявола победить? Ведь все твои страдания от него. Ты можешь вот взять и сказать: ах, ты такой-сякой, вот я тебе сейчас. Ну, конечно, нет. Далее. Станет ли он долго тебя умолять, жалостливо обращаться к тебе? Нет, дьявол не будет жалостливо обращаться к нам. Заключит ли он с тобой договор,
или договор, как сейчас мы говорим, станет ли навек твоим врагом? То есть, иначе говоря, заключать договор со злом невозможно. Нельзя заключить договор. Нельзя договориться со злом. Нельзя договориться с дьяволом. Дьявол всегда ведет к смерти. Ложь всегда ведет к смерти. И преступление всегда ведет к смерти. Договориться здесь невозможно. Дальше. Будешь ли ты забавляться с ним, как с птичкой, привяжешь ли его к девочкам на потеху? Да, но играть здесь тоже невозможно. Понимаете, о ком идет речь? Скупщики торговаться, чтобы продать его по кускам хананиям, изрешетишь ли гарпунами его шкуру, рыбацкими острогами его голову? Вполне понятно, это речь очень поэтичное описание. Далее. Положи на него ладонь и думать забудь о битве. Да. Ничего не получится. Ничего не получится. Остановить зло ты не сможешь. Можешь с дьяволом бороться? Борись. Но не можешь? Далее. Тщетны такие невежды, надежды, один его вид повергает в трепет. Так кто же дерзнет его раздразнить? Кто станет перед ним лицом к лицу? Кто выйдет мне навстречу поплатиться? Это уже цитата ее. Кто выйдет мне навстречу поплатиться, все, что есть под небесами, мое. Да, вы помните, из Иоанна Богослова, Апокалипсиса Иоанна Богослова, была великая битва на небе, и дьявол и ангелы его, да, он увлек до трети ангелов и пал на землю. И какой там возглас? Горе живущим на земле. В том числе, да, в том числе это касается и всего мироздания, да, почему? Потому что наша война не против плоти и крови, говорит апостол, а против духов злобы поднебесной. Почему поднебесной? Да? Потому что небеса, Шамаим, это имя Божие. Небеса злу не подконтрольны. А вот все, что под небом, все, что влетает в нашу голову, в наше сердце, все, что побуждает нас к действию, к мыслям, вот оно как раз-таки покорно и Левиафану, и Бегемоту, и оно и есть. И заметьте, зло это не абстрактное понятие, это личность. Отец лжи это не абстракция. Это не просто что-то злое. Это непосредственные личности, носители разума, которые намного древнее, мощнее, сильнее людей. Далее. Не умолчу о частях его тела, об их мощи и ладном строении. Кто поднимает край его одежды, пронзит больную его броню? Кто? Это описание зла, друзья. Вот зло, оно вот такое. Ужасом веет от его зубов. Да. На его спине ряды щитов, скрепленных плотно, как печати. Сомкнуты они друг с другом, и воздух не пройдет между ними. Один к другому прижат, слеплены они неразрывно. То есть о чем речь идет? Борьба человека со злом бесполезна. Вот просто борьба человека со злом. Да? Вызов, борьба, это бесполезно. Далее. Чихнет он, молния сверкнет, глаза его словно очи зари. Из пасти вырывается пламя, рассыпаются огненные искры. Из его ноздрей поднимается дым, как от котла кипящего над очагом. Лучника камни из пращи для него